Алексей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, традиционно госсобрание ассоциируется у жителей республики с принятием законов, но, тем не менее, одна из таких важных частей вашей работы – это парламентский контроль. Расскажите, как сегодня устроен этот процесс? Ну, парламентский контроль у нас это основная наша конституционная функция, одна из основных. Как вы знаете, у нас три функции. Это, конечно, законодательная. Первым мы должны принимать законы, представительная функция, потому что народные депутаты являются избранными своими соответствующими избирателями по соответствующим округам, и они представляют их интересы в органе государственной власти. И третье – это контрольная функция. У нас детальный, скрупулезный, можно так сказать, системный подход по контролю, конечно же, у нас идет через наш орган, через счетную палату нашей республики. Ежегодно перед каждым календарным годом мы составляем план работы для счетной палаты республики, и они делают соответствующие контрольно-счетные мероприятия по контролю за расходованием средств государственного бюджета по тем или иным государственным программам. Также у нас ведется муниципальный контроль, у нас соответствующие контрольно-счетные органы имеются практически во всех, за исключением 5 муниципалитетов, муниципальных образованиях. А в тех муниципалитетах, где нет контрольно-счетных органов, соответствующие соглашения заключены между счетной палатой республики и муниципалитетами, и аудиторы счетной палаты нашей республики ведут там контрольные мероприятия. И вот ежегодно они нам предоставляют отчет соответствующий, мы этот отчет корректируем, мы этот отчет принимаем и рассматриваем на пленарном заседании. А до этого они рассматриваются каждый по профильному направлению соответствующих комитетов, постоянных комитетов Государственного собрания ЛТМ. Выявляются достаточно хорошие результаты. В принципе, в целом, если говорить по расходованию бюджетных средств, то мы в целом, если говорить, в целом весь пласт расходования бюджетных средств, мы, конечно же, удовлетворены, надо сказать. Почему? Потому что работа в целом по расходованию бюджетных средств она поставлена таким образом. Это контроль, который заранее делается. Это когда объявляется разного рода конкурс, согласно 44-му федеральному закону, выявляются победители и так далее. А потом идет текущий контроль, когда осуществляет его республиканское казначейство, и каждое платежное поручение идет с целевым направлением по тем или иным договорам, по счет-фактурам, когда соблюдаются все эти процедуры. Ну и это счетная палата, наша контрольная функция, как Государственного собрания ЛТМ республики, это постконтроль, последующий контроль за расходованием средств. Ну и второе, что немаловажно, я хотел бы сказать, мы по тем или иным моментам расходования средств по текущей государственной политике принимаем постановление Государственного собрания ЛТМ и обращаем внимание органов исполнительной власти, муниципальной власти. Вот по этим постановлениям нас ведет контрольный комитет. Ну и за исполнением республиканских законов, особенно базовых законов. Конечно, есть определенные нарекания. У нас по итогам, допустим, прошлого года есть статьи расходов государственного бюджета, где они не исполнены в полном объеме, расходная часть. Но и это наблюдается особенно в прошлом году. Текущий год у нас очень сложный. Такие признаки начали появляться уже в 2024 году. Но мы должны сказать, что на сегодняшний день это объективные сложности, потому что просто-напросто у нас дефицит государственного бюджета увеличивается, и в рамках того принятого ежегодного закона о государственном бюджете органы исполнительной власти коррелируют уже по возможности, получается, но не выходя за рамки тех параметров закона о государственном бюджете. А если мы говорим с вами о законе номер 33, о масштабной реформе местного самоуправления, там ведь субъекты должны по себя настроить систему до 2028 года. В чем суть вообще предстоящего перераспределения полномочий? Вообще по системе местного самоуправления, как вы знаете, мы на осенней сессии в прошлом году, уже в декабре, приняли наш базовый закон о местном самоуправлении, где были вопросы сняты полностью, будет ли у нас одноуровневая система, двухуровневая система. Помните, такие дискуссии у нас в обществе шли и так далее.
Мы сняли все эти вопросы, потому что мы сохранили двухуровневую систему и не стали менять модель местного самоуправления как таковую в республике. Она осталась у нас в прежнем виде, соответствующими полномочиями. Мы единственно поменяли схему избрания глав муниципальных образований как сельского городского уровня, так и районного городского окружного районного уровня городского округа. Теперь, как вы знаете, они будут избираться представительными органами соответствующих муниципалитетов, которые в свою очередь будут избираться на путем прямого волеизъявления граждан этих муниципалитетов, проживающих на определенной территории. Сейчас вопрос стоит, вот вы упомянули, он в принципе, наш закон уже вступил в действие, но федеральный закон дал отсрочку в части полномочий. За кем закрепляется, какие полномочия закрепляются за соответствующие полномочия за муниципалитетами и какие полномочия будут за органами государственной власти, которые потенциально могут быть переданы муниципалитетам, и те полномочия, которые могут быть обратно переданы государству. По ним федеральный центр внес поправки в 33-й федеральный закон. И если изначально предполагалось, что по ним республика должна, субъекты Российской Федерации должны определиться и принять законы соответствующие, они должны вступить в действие с 1 января 2027 года, то нам дали еще один срок новый до 1 января 2028 года. И вот тут немного сложностей есть. Почему? Потому что сам 33-й федеральный закон, он изначально предполагал одноуровневую модель местного самоуправления. Поэтому, в отличие от 131-го федерального закона, где было все расписано, полномочия за сельским поселением, за городским поселением, то есть первого уровня, второго уровня полномочия районные, городского округа, в 131-м старом законе было, то 33-й федеральный закон предполагает только все это в единую кучу, и они предполагают, эти полномочия все относятся к местному самоуправлению. А так как я сказал уже, что мы сохранили двухуровневую систему, мы уже в своем республиканском законе их перераспределили между поселениями и районами. Первое. И второе, как я уже сказал, у нас есть полномочия, которые от субъекта Российской Федерации, то есть от государства, могут быть переданы муниципалитетам, и те полномочия, которые от муниципалитета могут быть переданы субъекту, то есть республике, государству как таковые, но они соответствующим образом должны быть финансово подкреплены. И вот по ним как раз вот сейчас идет детальный анализ. Почему? Потому что республика у нас очень неоднородная, плотность населения разная, доходы у соответствующих муниципалитетов разные, есть профицитные, есть очень много дефицитных у нас муниципалитетов. И как мы это будем все отражать в методике выравнивания бюджетной обеспеченности, вот это вот сейчас идет детальный анализ. И мы поставили себе в план, что в следующем году, в первом полугодии, в 2027 году мы должны эту скрупулезнейшую работу провести и принять соответствующий закон республиканский, согласно которому мы будем жить по этим полномочиям. А они вступят, в свою очередь, 1 января 2028 года. Но в методику бюджетной обеспеченности вы же недавно обсуждали и на выездном совещании в АМГе. Да, Вопросу мы о том, что обсуждаем, улусы почему? Потому что неоднородны. Совет представительных органов у нас 2 раза в год минимум собирается, когда мы председателей представительных органов муниципалитетов районного уровня собираем, а он у нас действует при Государственном собрании ЛТМН, и этот вопрос тоже у нас обсуждался вот, в проектном варианте на выездном совещании в АМГе, потому что, я еще раз повторяю, у нас по полномочиям очень много разных мнений. Допустим, вот по финансово-казначейским управлениям. Сейчас у нас вот мы от некоторых органов исполнительной власти слышим такие предложения, что нужно их вернуть государству. Сейчас в ВКУ они находятся в ведении муниципалитетов. Нужно сделать, некоторые говорят, там элементарно вот по арчийской группе улусов не хватает кадров. Либо, чтобы еще больше укрепить финансовую дисциплину, нужно минфиновскую структуру, как бы раньше было до 2014 года, вертикально сделать, они становятся автоматически это подразделениями Минфина соответствующих муниципалитетов, и финансы полностью практически контролируются государством. Этот вопрос вызывает дискуссии. Мы в 2014 году эти полномочия передали муниципалитетам. Муниципалитеты сейчас это у них
сами осуществляют эти полномочия. Но есть какие-то вот такие вот альтернативные точки зрения по образованию звучат, допустим, да? Мы же знаем, что система образования как таковая, она была полностью передана муниципалитетам. Сейчас некоторые мнения звучат, что систему образования можно было бы обратно передать республике. А республика бы, она опять-таки, как вот здравоохранение. Здравоохранение же у нас республиканские полномочия. Система здравоохранения полностью от республики, от федерального центра к республике, республики до конкретного поселения, это государственными полномочиями считается. Вот по образованию, допустим, тоже вернуть это республике и сделать государственными полномочиями. Тут возникает соответствующий вопрос. А чем тогда будут заниматься муниципалитеты районного уровня? Потому что львиная доля бюджетного финансирования это связано с системой образования. На сегодняшний день учредителями и школ, и дошкольных образовательных учреждений, наших садиков является муниципалитеты. То есть это тоже дискуссионный вопрос, его нужно рассмотреть со всех сторон, проанализировать и принять соответствующее решение. По той же системе ЖКХ тоже, как передавать эти, кому передать эти полномочия. Поэтому вопрос очень такой вот сложный, он требует детального, скрупулезнейшего анализа, все взвесить за и против, и принять такое вот решение. Словом, работы у вас еще много. Очень много, да, да, да. Алексей Ильич, тем не менее, большое спасибо, что нашли для нас время и хоть немного рассказали о том, чем сейчас депутаты обеспокоены. Приходите к нам еще. Хорошо, будем приходить с удовольствием. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.